Срок сдачи нового 8-этажного корпуса республиканского онкодиспансера намечен на март следующего года. Строительство в рамках национального проекта здравоохранения. На этажах уже ведутся отделочные работы, устанавливают вентиляцию, систему пожаротушения. Проект несколько раз корректировался, но срок сдачи по заверениям строителей должен остаться прежним. Подробности далее. С утра до вечера. До 6, до 7 часов вечера здесь. В очередь пришел как на работу. В коридоре онкодиспансера Раилю Гелезетдинову пришлось провести несколько часов. Лечащего врача сегодня нет, отправили к другому. Соответственно, ожидание без записи. Идут люди как бы по записи, а нам надо просто взять справку направления. Здание онкодиспансера строилось не для приема пациентов. Это бывшее 5-этажное общежитие. На данный момент медучреждение рассчитано на 200 посещений. По факту же врачи работают в 3 раза больше. До 600-650 посещений больные приходят. Естественно, приходят больные, с ними еще приходят 2-3 сопровождающих. Это вот сколько уже, почти 1000-1500 населения проходит через поликлинику. Сейчас для приема пациентов половина 1-го этажа. Весной следующего года поликлинику перенесут. Количество кабинетов первичного приема увеличится почти в 3 раза. Первые 3 этажа будет занимать диагностический центр с поликлиникой, с кабинетами, с тяжелым оборудованием, с кабинетами эндоскопии, то есть что позволит провести быстро и качественно обследование пациента, обратившегося в Республиканский клинический онкологический диспансер. На 5 верхних этажах разместят отделения: проктологию, урологию, маммологию, гинекологию и торакальную хирургию. Проект нового корпуса онкодиспансера несколько раз корректировался. Вся работа строилась для того, чтобы срок строительства не сорвать, не продлевать. Он как был первоначально в 2020 году вводом, так и будет сдаваться. Но все эти корректировки без остановки производства привели к тому, что мы не продлеваем сроки строительства. Кабинеты, в которых разместят оборудование для лучевой диагностики, защищены. Баритовая штукатурка, рентгенозащитные двери и свинцовые оконные ставни. По периметру заземление. Оборудование было привезено еще осенью. Здесь больше 20 ящиков, из которых соберут 3 аппарата – рентген, томограф и маммограф. Монтаж начнется в январе следующего года. Установкой, запуском и обучением специалистов занимается компания, которая специализируется на такой технике. Количество онкозаболеваний в Башкортостане продолжает расти. Увеличение не стремительное, но оно есть. Однако медики уточняют, скорее не из-за того, что люди больше болеют. Улучшается выявляемость, особенно на ранних стадиях. А это значит, пациенты получают право на жизнь. Ну а через несколько месяцев это будет происходить в более комфортных условиях. Лилия Курбанова, Роберт Давлетбердин, Новости Уфа.